Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев. Здравствуйте. В России действуют разнообразные меры государственной и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса, включая финансовую и нефинансовую помощь. О мерах и правилах получения поддержки субъектами малого и среднего бизнеса помощи в республике мы сегодня и поговорим. Наш гость студии Леонид Стержнев, прокурор отдела по надзору за законностью правовых актов и соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Республики Саха-Якутия. Леонид Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала поговорим про состояние законности в предпринимательской деятельности. Что делается у нас в регионе для улучшения ведения бизнеса, для улучшения климата для предпринимателей? По итогам 9 месяцев прокуратурами Республики Саха-Якутия выявлено более 2185 нарушений. Всего внесено более 1000 представлений. Признано незаконными более 300 нормативно-правовых актов. К дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения по мерам реагирования прокуратур привлечено более 440 должностных лиц, а также к административной ответственности привлечено 148. Вот мы говорим о 2185 правонарушениях. Это какого рода, есть ли классификация, можно ли о ней говорить сегодня? Да, конечно, есть определенная классификация, то есть это основные направления надзора за защитой прав предпринимателей. Это, это снижение административного давления в первую очередь, то есть пресечение нарушений органами государственной власти при осуществлении их государственных функций, их полномочий, таких как, например, в том числе предоставление различных субсидий или иных мер поддержки предпринимателей. Также основной долей нарушений связано с нарушением порядка и сроков оплаты публичных контрактов с предпринимателями, то есть тоже основная такая доля, которая у нас, к сожалению, в республике имеется. То есть погашено по мерам прокурорского реагирования более 280 миллионов рублей. К сожалению, также имеется еще в настоящее время непогашенная задолженность, которая в настоящее время контролируется. Хорошо, давайте еще затронем меры поддержки субъектов бизнеса, которые есть у нас на территории республики, на что могут рассчитывать субъекты МСП, и предприниматели. Такие субъекты, как правило, могут рассчитывать на непосредственно финансовую поддержку, которая организуется в форме субсидий, грантов, которые подразделяются либо на возмещение уже затраченных средств. То есть, например, в сельском хозяйстве распространена практика того, что предоставляются субсидии на возмещение затраты на покупку какой-либо сельскохозяйственной техники, например, тракторов и так далее. В данном случае субъекты предпринимательства должны лишь только предоставить данные о том, что действительно они купили для ведения бизнеса определенную технику и пройти конкурс. Также есть субсидии и гранты, которые предоставляются на осуществление какой-то определенной модернизации производства или иных. Но в данном случае, то есть эти деньги предоставляются непосредственно на будущие мероприятия, и по данным фактам необходимо отчитываться. Кроме того, существуют меры поддержки, в том числе не финансового характера, как, например, оказание консультационных услуг. Например, существует сайт moybiznes14.rf, по-моему, так называется. На нем можно спокойно пройти несколько различных курсов для ведения бизнеса или пообщаться с какими-либо, со службой поддержки, которые могут оказать просто методическую поддержку при организации какого-либо бизнеса. Здесь нужно помнить, что любые меры поддержки – это ответственность двух сторон, насколько я понимаю. И здесь мы часто не договариваем о нарушениях бизнеса, которые могут возникать при получении этих мер поддержки. С какими сложностями здесь можно столкнуться, какие-то подводные камни? Например, те же не вовремя предоставленные отчетные документы. Да, конечно, существует такая практика. Действительно, субъекты бизнеса не всегда бывают добросовестные. Действительно, может быть, они привирают своих отчетов и где-нибудь еще. По таким фактам мы естественным образом стараемся реагировать, выявлять. Но опять же, в основном такие нарушения выявляются ввиду того, что такие недобросовестные предприниматели, они связаны непосредственно с представителями государственной власти, органов государственной власти, которые непосредственно и дают, собственно, эти денежные средства. Так, например, в Ленском районе у нас в начале года выявлен факт того, что руководитель
местного управления сельского хозяйства являлся братом одного из получателей субсидий. Собственно, по данному факту внесено представление. Указанное должностное лицо уволено из органов в связи с утратой доверия. Денежные средства, которые получил брат, получается, данного лица, они возвращены в бюджет. Ну что ж, не может не радовать. Давайте поговорим о социальном бизнесе и мерах поддержки для него. Какое здесь направление работы? Да, конечно, существует отдельное направление для социального бизнеса, также предусмотрены как консультационные, так и финансовые меры поддержки. Ну вот самый яркий пример, например, это частные детские сады. На территории города Якутска и Мегино-Кангаласского района всего существует таких 45 детских садов, и они получают субсидию по факту того, что они предоставляют услуги для граждан по сниженным ценам. То есть, например, взять ребенка на детский сад на месяц стоит 2000, а не 20, например. Вот. Указанная программа утверждена Министерством образования Республики Саха-Якутия, финансируется из бюджета, собственно, Республики Саха-Якутия также. Но вместе с тем, вот у нас, например, выявлен факт был летом, что денежные средства на указанную программу, они кончились по итогам 5 месяцев. В рамках прокурорской проверки мы выявили факты нарушения сроков заключения соглашений, то есть, например, денежные средства за январь, ввиду того, что сами соглашения были заключены, по-моему, даже только в марте или в конце апреля, они, собственно, доведены, естественно, с опозданием, что влечет, как сказать, кассовые разрывы для предпринимателей, они вынуждены уходить себе в минус, и никакой стабильности, естественно, нет. Вот. Также выявлен факт, что на третий квартал денежных средств уже нету. По данному факту внесено представление, выделено 56 миллионов для покрытия затрат именно на третий квартал. На четвертый квартал сейчас ведется работа по данному факту. Мы в последние годы очень много слышим и говорим о территориях опережающего развития. Я предлагаю не углубляться в терминологию. Я думаю, предельно понятно, что это определенные экономические зоны с рядом преференций. Вот какая именно выгода ждет тех, кто становится резидентом ТОР? Резиденты ТОР, они, как сказать, имеют такие выгоды в том, что к ним применяется особый налоговый режим. Так, например, до получения прибыли они не платят налог на доходы. После получения какой-либо прибыли они начинают платить налог спустя 5 лет. После первого получения прибыли им предоставляются непосредственно земельные участки, может быть какая-то техника, может быть какие-то, помещения для реализации своих задач и функций. Но вместе с тем все-таки на них возложена обязанность профинансировать свой проект, который они придумывают самостоятельно, а также предоставить определенное количество трудовых мест. Так, например, уже почти 11 тысяч рабочих мест было предоставлено вот такими вот резидентами ТОР. Это 11 тысяч по всей республике? Да, по всей республике. У нас же их порядка 5, если я не ошибаюсь. Есть в Нерюнгри, есть в Якутске, может больше. Да, 2 такие зоны, всего не больше 120 резидентов. Вот. Если говорить о защите прав получателей этой государственной поддержки, каким образом здесь выстроена работа? Работа выстроена таким образом, что на системной основе осуществляется проверка различных положений о субсидиях на проектной стадии, то есть когда только министерство либо правительство разрабатывает порядок получения субсидий, мы естественным образом их проверяем, как любой правовой акт, который принимается правительством или Илтуменом, или министерствами. Так, например, Министерством молодежи направлен летом, по-моему, проект предоставления субсидий, который был без определенной цели. То есть, в основном всегда субсидии носят целевой характер, то есть определяется потребность в какой-либо отрасли, затем на нее выделяются денежные средства, и затем уже определяются получатели этой субсидии. Вместе с тем указанные денежные средства уже были якобы выделены. Однако цели указанных средств не установлены. То есть указано является вообще коррупциогенным фактором, что может повлечь за собой уход таких денежных средств, не по цели, так сказать. И чем закончилась эта ситуация? Естественно, такой проект не прошел согласование в прокуратуре республики, был изменен.
по-моему, сейчас он на доработке в части именно определения все-таки цели, чтобы как-либо их такие денежные средства не увести. Кроме того, существует надзор, например, вот те же предприниматели ТОР, как сказать, резиденты ТОР, в отношении их, например, есть такая тоже преференция, что в отношении них нельзя проводить внеплановые контрольно-надзорные мероприятия органов контроля, то есть МЧС, Ростехнадзор, Роспотребнадзор и так далее. У нас, например, выявлен один факт, то, что одного такого предпринимателя проверили, он был резидентом ТОР Южной Якутии, то есть в городе Нерюнгри. Указанное контрольно-надзорное мероприятие отменено, и вот одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Леонид Александрович, в заключение, на что предпринимателям стоит обращать внимание на этапе обращения в органы власти для получения мер поддержки? По данному факту хотелось бы рекомендовать прорабатывать вопрос направления заявки либо с юристом, либо в случае, если речь идет о предпринимателях в различных районах Республики Саха-Якутия, ну, например, та же сельхозподдержка, это одна из самых таких больших просто отраслей, поэтому про нее много говорю. Например, можно прорабатывать такие заявки с местным управлением сельского хозяйства, потому что существует много тонкостей и нюансов, в том числе при подготовке именно документарной базы, либо при, например, как сказать, оформлении тех же документов и так далее. То есть у нас, например, возникла ситуация, что предприниматель обратился в органы прокуратуры по факту отказа в предоставлении субсидий Министерством сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. Выяснился факт, что он в подтверждении своих доходов, то есть ему часть денежных средств должна была быть компенсирована, а часть он свою предоставляет для покупки какой-либо техники сроком в течение до конца года, по-моему. Такая вот история. Он предоставил денежные средства, показал выписку из кредитной карты. Вот. Вместе с тем, деньги, которые находятся на кредитном счете, не являются, как сказать, собственностью данного предпринимателя. И то есть в рамках законодательства о валютной системе Российской Федерации такие денежные средства он не смог подтвердить, что он действительно распоряжается данными денежными средствами. То есть тут простой есть способ обойти такое ограничение, например, просто перевести с кредитного на дебетовый счет. Ну что ж, Леонид Александрович, будем надеяться, что наши предприниматели прислушаются в очередной раз к вашим советам. Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.